В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по футболу со счетом 5-0 выиграла у команды Кипра в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы. В составе россиян дубль оформил Денис Черышев. По одному мячу забили Магомед Аздоев, Артем Дзюба и Александр Головин. Благодаря этой победе подопечные Станислава Черчесова набрали 21 балл и за 2 тура до конца отборочного этапа гарантировали себе выход в финальную часть турнира. Команда занимает второе место в группе А. Лидирует сборная Бельгии, в активе которой 24 очка. Тройку лидеров замыкают киприоты, набравшие 10 баллов. В следующем туре российские футболисты сыграют с бельгийцами. Встреча пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. А вот результаты других встреч игрового дня отборочного турнира. Бельгия со счетом 2-0 выиграла у Казахстана. Беларусь дома уступила Нидерландам 1-2. Венгрия с минимальным преимуществом победила Азербайджан 1-0. Шотландия разгромила Сан-Марино 6-0. Германия отправила 3 безответных мяча в ворота Эстонии. Уэльс и Хорватия поделили очки 1-1. Австрия оказалась сильнее Словении 1-0. И Польша со счетом 2-0 обыграла Северную Македонию. Столичный ЦСКА на выезде обыграл Сочи в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. В составе армейцев дважды отличился Кирилл Капризов. ЦСКА продлил серию побед до 4 матчей. Столичный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 29 очков после 17 матчей. Сочи идет на предпоследнем 11 месте на Западе, набрав 14 баллов в 17 встречах. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с московским «Динамо», а Сочи на своем льду примет Магнитогорский «Металлург». Обе встречи пройдут 16 октября. Российские гимнасты завоевали 9 медалей на чемпионате мира, который завершился в немецком Штутгарте. Золотые награды в копилку команды принесли мужская сборная в командном многоборье, а также Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и опорном прыжке. Серебро в активе женской сборной в командном многоборье и вольных упражнениях, а также Артура Далалаяна в упражнениях на перекладине. Бронзу завоевали Ангелина Мельникова в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях, а также Далалаян в опорном прыжке. Сборная Россия заняла второе место в общекомандном зачете. Победу одержала команда США, в активе которой 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов, который прошел в Шанхае. В финальном матче россиянин обыграл немца Александра Зверева со счетом 6-4, 6-1. Эта встреча стала 5-й по счету между спортсменами. В предыдущих 4 поединках победу праздновал Зверев. Теперь в активе 23-летнего Медведева 7 побед на турнирах ATP. В текущем сезоне россиянин выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и «Мастерс» в Цинциннате, а также дошел до финала открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает 4-ю позицию. Финский пилот команды «Мерседес» Вальтери Боттас победил Гран-при Японии 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. Вторым финишировал немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель. Тройку лидеров замкнулся командник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Данил Квят, выступающий за Торо Россо, финишировал 11-м. Гонщики «Мерседеса» по итогам этапа заработали 41 очко и досрочно стали победителями Кубка конструкторов. В общем зачете лидирует Хэмилтон, в активе которого 338 очков. Вторым идет Боттас, набравший 274 балла. Третье место занимает Шарль Леклер из Монако. На его счету 223 очка. Якутянка Анастасия Шитикова стала победительницей международного молодежного первенства мира по самбо. Турнир прошел в Узбекистане. Алданская спортсменка, выступающая в весовой категории до 70 килограммов, в финальной схватке одержала победу над представительницей Украины Валерией Захаревич. Всего на мировом первенстве участие приняли 370 спортсменов из 29 стран. Это все спортивные новости к этому часу. Мы продолжаем следить за событиями в мире якутского и российского спорта.